Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске 29 сентября состоялся республиканский форум «Территория трезвости», посвященный Всемирному дню трезвости. В рамках форума состоялись обучающие семинары, мастер-классы, лекции федеральных и республиканских спикеров, направленные на развитие и популяризацию трезвого, здорового образа жизни. Наш гость в студии Виктор Пономарев, психофизиолог, педагог, член рабочей группы экспертного совета Государственной Думы, председатель общественной организации «Дон». Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, кто такой учитель трезвости. Учитель трезвости, здесь можно понимать в разных объемах. Если смотреть узко, то я как председатель организации «Трезвый Дон», я преподаю в разных учебных заведениях, и именно преподаю тему формирования трезвых убеждений. А если смотреть шире, то, мне кажется, учителем трезвости должен быть каждый человек, например, каждый родитель. То есть не только показывать правильный пример трезвости своему ребенку, это безусловно необходимо, но этого мало. Он еще должен правильно разъяснить, как эту трезвость защитить, что эта трезвость – ценность, какой ресурс она дает. Вот примерно так. Я, насколько понимаю, у вас специализация педагог, скорее всего, совсем другого направления. Как вы пришли к тому, что я хочу работать учителем трезвости? Вы знаете, первое у меня образование биологическое, диплом я защищал по психофизиологии, это очень связано с темой, которой я занимаюсь, а второе как раз это профилактика химических зависимостей, педагогика, то есть второй диплом педагогический. Поэтому у меня все образование вот как раз в этом ключе, но я вам скажу, что больше мне помогла все-таки практика, потому что я уже больше 10 лет занимаюсь общественной деятельностью именно в этом направлении, и очень много людей через меня прошло, разных возрастов, вот это вот самое главное. Поэтому, как я захотел заниматься этим, вы знаете, я занимался до этого другой общественной деятельностью, связанной с детскими домами, с проблемными всякими семьями, и я понял, что корень зла в том, что у людей нету трезвых убеждений, нет трезвости. То есть взять тех же сирот, например, это не настоящие сироты в детских домах, у них есть родители, сироты, у кого нет родителей, а у них есть, но они не в состоянии выполнять свои родительские обязанности. Почему? Потому что они живут нетрезво, то есть у них проблемы с алкоголем, с нелегальными веществами. Им тоже нужна помощь именно учителей трезвости. Виктор Александрович, безусловно, цель более чем благая. Вы в первый раз в Якутии, насколько я понимаю? Нет, я второй раз. Ровно год назад я был уже в Якутии, участвовал тут в форуме, посещал сельские поселения, то есть я уже второй раз, надеюсь, и буду третий. Какие впечатления? Впечатления от Якутии? Если касаться в общем, просто мне приятно было то, что я вижу много людей, ведущих такой здоровый образ жизни, потому что у нас с утра пробежки, я там купался уже в Лени несколько раз, закаливаюсь. И я встретил местных моржей, я встретил очень много даже пожилых людей, которые идут, занимаются скандинавской ходьбой, бегунов. Вот это мне прям бросилось в глаза, это было очень приятно. А если касается разговоров нашей темы, то здесь я вижу два положительных таких отличия от других территорий. Я объездил всю страну и везде именно по теме защиты трезвости. Так вот, два отличия основных. Первое – это то, что здесь не бросается в глаза продажа алкоголя так, как во многих городах. Допустим, в Ростове-на-Дону, где я живу, это просто повсеместно и настолько навязчиво, что это вообще не сравнится с Якутском. Хотя вчера виделись с главой, и он сказал, что это не победа, что это там только начало, но все равно контраст налицо. Просто местные жители этого не видят, может быть, не с чем сравнить. В продуктовых магазинах не продают вместе с едой алкоголь. Это тоже очень правильное решение. У детей нету, как сказать, неправильных установок, что алкоголь – это еда. Алкоголь – ядовитое вещество, это вообще не связано с пищей. А у взрослых меньше соблазна, потому что они ходят, выбирают покупки, и нет соблазна схватить бутылку на автомате как-то. Но самое главное отличие, которое мне понравилось, это то, что у вас есть так называемые трезвые села, что это закреплено законом, что больше 200 территорий официально признаны территориями трезвости, то есть на их территории невозможно открыть точку продажи, то есть алкоголя. То есть власти защитили своих людей от этого процесса продажи алкоголя. Вот это мне нравится, это везде транслирую, рассказываю везде, во всех регионах. Я был в Ростове-на-Дону, и да, действительно меня поразила та же самая история, что тут у нас продуктовый, дальше идет хоть и не крепкий, но все равно алкоголь. У нас, слава богу, этого пока нет и, надеюсь, не будем. Виктор Александрович, я предлагаю перейти к форуму. В чем важность проведения таких форумов, как «Территория трезвости»?
Знаете, этот форум, в первую очередь, он обучающий. Конечно же, это такое статусное, знаковое событие, название его «Территория трезвости» — это уже продвижение правильных идей, но самое главное — это обучение специалистов, которые вот приехали на этот форум, и со стороны учебных заведений, со стороны общественности активной, которые идут в массы, рассказывают про трезвый образ жизни, пропагандируют. Вот, то есть я считаю, в законодательном плане Якутск движется, Якутия в целом движется в правильном направлении, и вот теперь еще и усиливает сторону вот такой сознательности. Вот когда я был в трезвых селах, я общался с людьми там, ну, и с руководством сел, и с жителями, взрослыми, и с школьниками. Вот. Вы знаете, я заметил, что у взрослых сознательности больше, потому что они своим решением, часто это были голосования, они приняли решение убрать алкоголь из продажи, а дети, они не чувствуют ценности этого, потому что они не участвовали в этом процессе и сейчас не участвуют. То есть для них это естественно и нормально. Это хорошо, с одной стороны. Но я боюсь, что когда они подрастут и станут у руля этих поселений, их поколения, то если у них не будет вот этого сознательного понимания, что трезвость, которой они добиваются, это ценность, если они не будут участвовать в этом процессе, то я боюсь, что они могут не удержать это. Вот поэтому задача как можно грамотнее объяснять подрастающему поколению, вовлекать их в это дело, чтобы они чувствовали даже где-то, знаете, как престиж какой-то республики в том, что у них есть, вот они смогли добиться, а другие пока нет. Вот поэтому это работа педагогическая. Вот этим опытом я приехал обменяться, и вот я считаю, мне удалось. Виктор Александрович, поговорим, предлагаю немножко о науке. Она говорит, что восточным народам, в том числе и народу Саха, нельзя пить алкоголь, потому что у них отсутствует определенный ген, расщепляющий спиртные напитки. Так ли это или это миф? Угу. Ну, здесь есть доля правды и доля заблуждений. Насколько я понимаю, там немножко по-другому работает обмен веществ. Да, конечно же, есть генетические особенности работы обмена веществ. Но если кто-то из зрителей, вы знаете, есть такой процесс, допустим, кодировки. Кодировка, ну или такое химическое воздействие, когда человек, в народе говорят, подшивается. То есть ему вводят препарат, который не дает алкоголю пройти незаметно. То есть ему становится очень плохо, вплоть до тяжелых состояний, вплоть даже до смерти. Вот это сознательно люди себе вводят в организм, чтобы предотвратить зависимость. Так вот, у большинства восточных народов генетически вот такая вот, ну, можно назвать ее там, кодировка уже есть. То есть обмен веществ, связанный с расщеплением алкоголя, он такой, что вроде бы как восточные народы, они не смогут стать зависимыми, потому что они не смогут внутрь принять алкоголь. Поэтому я считаю, в генетическом плане предрасположенности к зависимости как раз нет. Есть к тяжелым физическим состояниям после алкоголя, но это же наоборот защита. Ну а почему тогда зависимость образуется? А потому что главный момент в образовании зависимости, он воспитательный, это среда. То есть среда такая, информационная в первую очередь, что заставляет даже людей, которым плохо от алкоголя, принимать его и чувствовать ценность в нем. Я вот, когда был в трезвых этих селах, там общались о северных районах Якутии, и я слышал такое, что за бутылку водки там выменивают туши оленей. То есть у человека настолько ценность алкоголя, тот, кто выменивает, в голове ценность, что он готов отдать результат своего труда. А у меня алкоголь стоит в туалете, ну извиняюсь, но это правда, как техническая жидкость вместе с другими там жидкостями с бытовой химией. То есть для меня его ценность нулевая. Разница не в генах между мной и тем оленеводом, который выменивает, а разница вот здесь в убеждениях. Вот задача учителей трезвости прививать убеждения правильные по отношению к алкоголю всем, начиная с подрастающего поколения, чтобы они понимали, что это просто техническая жидкость, топливо, горючее, дезинфицирующее средство. Химическое вещество. Просто химическое вещество, ну, ядовитое, да, как много ядов же нас окружает. Бензин ядовит. Но мы не говорим, что это что-то там страшное, но мы и внутрь его не принимаем. Вот примерно так надо относиться к алкоголю, как к бензину, ацетону. Виктор Александрович, вы упомянули подрастающее поколение. Вот, ну, не секрет, что среди подростков встречаются случаи подросткового алкоголизма. С чем связано и самое главное, как бороться? Ведь совсем подрастающий организм, он совсем по-другому реагирует на алкоголь. Ну, конечно же, на алкоголь и вообще на любые такие негативные воздействия детский организм будет реагировать тяжелее, потому что он нежнее, структуры более хрупкие, он растет.
но взрослый человек тоже не защищен от любых ядов, то есть это, естественно, будет сказываться. А как это предотвращать и почему это возникает, я тут полностью уверен именно в среде. То есть какая среда, такой будет и результат воспитания. То есть любые, опять же, генетические отличия в этом плане, они нивелируются через правильное воспитание. Правильное воспитание – это не только семья, кстати, потому что многие валят все на семью, говорят, все из семьи, или кто-то валит на школу. В целом среда. И сейчас главный воспитатель ребенка – это не учитель, это не мама и не папа, это гаджет. Вот что в гаджете, а в гаджете у нас информация не фильтруется. Хотя сейчас уже у нас в государстве идут какие-то вот попытки контролировать контент. И я считаю, это очень правильно, потому что любой родитель же контролирует, что он говорит ребенку, что он слышит от ребенка. А гаджет проводит времени с нашими детьми больше, чем родители. Поэтому вот если мы отфильтруем информацию, отфильтруем вывески магазинов, содержание этих магазинов, то, ну и, конечно же, правильный пример родителей и учителей, то мы воспитаем трезвое поколение. А какая у вас все-таки главная целевая аудитория? Родители, учителя или же вот зависимые от тех или иных веществ и жидкостей люди? Вы знаете, мне помогает то, что у меня нет узкой направленности. Есть люди, которые, допустим, занимаются только профилактикой зависимости там, среди подрастающего поколения, а кто-то занимается там, тяжелыми зависимыми. У меня сфера деятельности такая, что я разъясняю правильное отношение к этим веществам, разъясняю, как защитить свою природную трезвость и школьникам, и молодежи, студентам, и просто родителей получают от меня такую информацию, как родительские семинары, и зависимые. Причем это и никотин, и алкоголь, и нелегальные вещества. Всем им нужна помощь не медикаментозная, это для этого есть другие специалисты. Я не врач, я физиолог, но не врач. Но им нужна еще помощь в плане, опять же, правильных убеждений. Им нужно разъяснить, опять же, как относиться к определенным ситуациям. То есть некоторые люди не представляют, даже здесь, в трезвых селах я общался, некоторые говорят, ну а как вот алкоголь, ну шампанское на Новый год, мы чуть-чуть, мы не допиваем эту бутылку, и мы ее там выбрасываем. А вот раньше там люди у нас валялись в селах, это был плохой пример. Я говорю, подождите, если человек валяется, это не такой уж и плохой пример. Это правильный пример. Он объясняет всем детям, если принял ядовитое вещество, ты будешь валяться. Ты будешь слабым, ты будешь никому не нужным, твоя репутация упадет до нуля, и возможности падают до нуля. А вот если ребенок видит пример немного фужер, красиво, еще и от самого главного своего человека, от родителей, и они не упали после этого, то, мне кажется, это пример еще хуже, потому что он вводит в заблуждение и говорит ребенку, это как компот. Это неправильно. Какую-то даже принадлежность к элитарности. Даже он ждет, когда же, а если ему еще поставят детское шампанское, ему без слов объясняют, ты еще мал, но когда тебе будет там 18, вот тогда ты попробуешь взрослый, он ждет, когда же. А родители таким способом, потому что не обучены, опять же, они пытаются как-то защитить ребенка. Через детское шампанское, когда там, я был ребенком, давали сигареты, там, продавали в виде жвачек, ну, вернее, наоборот, жвачки в виде сигарет, да, и многие взрослые не видели в этом проблемы. А это на самом деле тренажер такой, детский тренажер, табачный, алкогольный, он их заставляет проигрывать какие-то ситуации, ритуалы и ждать, когда же настоящий будет после этого тренажера, настоящий элемент. Виктор Александрович, вот как специалист, как в России меняется отношение к алкоголю, потому что долгое время наша страна лидировала практически во всех списках самых пьющих стран? Ну, вы знаете, в стране приняты определенные решения, определенные законодательные, хотя в разных регионах по-разному, я вижу разницу. Вот Якутия здесь, я считаю, один из таких флагманов, как бы примеров, хотя еще, конечно, не победа, но есть с чего брать пример. Вот, то есть... Ну, в принципе, конечно, улучшается ситуация, да, я могу сказать. Но есть и так, обратная сторона. Если у человека нет понимания, что трезвость – это ценность, его могут отвлечь от одного вещества, а он может пойти в другое. Пример – молодежь наша. Ну, допустим, я считаю, что сейчас алкоголь становится менее популярен в молодежной среде. Но любой учитель или родитель, просто прохожий, скажет, что вейпы набирают обороты. Почему? Потому что дети считают ядовитое вещество какой-то ценностью. Они не понимают, что его просто замаскировали ароматами. Знаете, с чем я сравниваю, когда с детьми общаюсь там, на уроках? Я говорю, вот смотрите, чтобы отравить крысу, ну, крыс травят, вот, и просто если ей положить яд, она не съест.
Чтобы ее отравить, яд смешивают с чем-то пищевым, приятным. Ее обманывают. Ее перехитрили, ее приманили приманкой, замаскировали яд. Вот. Она берет яд не потому, что ей нужен яд. Она просто думает, что это что-то вкусное. Вот так же с нашими детьми. Они настолько наивны, что берут вкусное, ароматное, не понимая, что там яд. Они не хотят отравляться, но по сути их вынуждают отравляться. И здесь два варианта спасения. Либо на законодательном уровне это убрать, либо сформировать им сознательное отношение, вот как у меня. Мне хоть сколько магазинов меня окружить этими магазинами, опять же в Ростове живу, там вот, давление очень сильное, это, у меня не возникает желания. У меня правильное убеждение, я хочу их передавать всем. Виктор Александрович, цель более чем благая, я уверен, что она со временем принесет свои плоды. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.